Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. 28 августа район Гемеина будет отключен от водоснабжения. Водоканал готовится к зиме. Кузница кадров для строительства Жатайской судоверфи. В учреждениях профтехобразования открываются специализированные мастерские. Радостное событие для поклонников театрального искусства. 1 сентября Русский драматический театр в Якутске откроет для зрителей свои двери. Водоканал готовится к зиме. 28 августа будет отключен от водоснабжения район Гемеина. А до этого с 18 на 19 августа весь Якутск на всю ночь был отключен от воды. Причиной этому стали масштабные работы на объектах водоканала в разных частях города. На водоузле номер 2 специалисты ремонтно-механического цеха заменили старый поворотный затвор, который был установлен еще в 1996 году и со временем пришел в негодность. Запорные арматуры в эту ночь меняли не только на водоузлах, но и на уличных сетях, в том числе и канализационных. Например, служба канализации меняла затвор на водоводе по улице Кальвица. Там же проводилась установка дополнительного водовода для увеличения пропускной способности. Все работы проводятся с одной целью – как можно сильнее минимизировать риск аварий в осенне-зимний период. Таких больших остановок уже в городе не будет. Будут локальные районные остановки. Мы их заранее предупреждаем за 14 дней и стараемся делать в ночное время. Но бывает исключение. Вот в понедельник, 23-го, должна была быть остановка на Гемеине, но по просьбе медцентра, что там много незапланированных операций, мы перенесли на субботу. В новом учебном году в 6 учреждениях профтехобразования распахнут свои двери учебно-производственные мастерские для качественной подготовки кадров. Из них 4 мастерские откроются в Жатайском техникуме в рамках национального проекта образования. Преподаватели также прошли профессиональную подготовку по новым дисциплинам. А в новых мастерских студентов будут обучать таким компетенциям, как обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, мехатроника, мобильная робототехника и сборка корпусов металлических суд. Тем самым в современных мастерских будут готовить квалифицированные кадры для строительства Жатайской судоверфи. Подобные мастерские также организовали в Нерюнгринском и Мирнинском техникумах, в Якутском медицинском колледже и в инфраструктурном колледже СВФУ. В прошлом году наши учреждения напрямую подавали заявку в конкурс Минпросвещения, и по итогам которого в этом году мы привлекли более 240 миллионов федеральных средств. И благодаря этому мы открываем сегодня 28 мастерских на базе 6 образовательных учреждений, которые реализуют программы среднего профобразования. В этом году основным изменением было то, что республика подавала единую заявку на все учреждения, и мы подавали заявку на развитие мастерских до 2024 года на 3 года. Протоколом уже результаты утверждены. Республика Саха-Якутия привлечет благодаря выигранному гранту более 200 миллионов рублей на создание еще 42 мастерских на базе порядка 20 учреждений. Центр управления регионом опроверг сообщение о том, что в Кобяйском районе случился массовый падеж скота из-за грозы. В Ситинском наследии обнаружили 26 мертвых туш крупного рогатого скота, 52 головы числятся как пропавшие. Отмечается, что общая численность крупного рогатого скота до падежа составляла 444 головы. Сейчас осталось 366 без учета пропавших. Кроме коров, также ведутся поиски лошадей. В Кобяйском районе числится 349 лошадей. Живыми сегодня найдены 50 голов. Потеря сельхозживотных будет компенсирована. Минсельхоз республики поставит животных из крупных животноводческих предприятий: экоферма Туймада, Харабут, Тумул, Хатасский свинокомплекс, Сибирь, Якутская птицефабрика. Кроме того, если этих мер окажется недостаточно, в 2022 году организуют поставку племенных животных в основном из средств федерального бюджета. На территории Ситинского наследия общая численность поголовья крупнорогатого скота составляет 444 головы. Вследствие стихийного бедствия лесного пожара пострадало 26 голов крупнорогатого скота.
На них на все составлены акты ущерба и предоставлены в адрес Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. В настоящий момент 52 головы числятся пропавшими, ведутся поисковые работы. По табунному коневодству всего содержится 349 голов лошадей. На сегодняшний день в результате поисковых работ найдено живыми и здоровыми 50 голов. По остальным пропавшим лошадям ведутся поисковые работы. До открытия нового театрального сезона осталось меньше недели. 1 сентября Русский драматический театр в Якутске откроет свои двери для зрителей. Стартует сезон с премьерного показа спектакля «Сорванец». Впервые эта пьеса была поставлена 132 года назад. Ею же был закрыт прошлый 130-й. Кроме этого, не обойдется сезон и без показа уже традиционных для репертуара Русского драматического театра спектаклей «Тетки» и «Капитанская дочка». При этом, по словам художественного руководителя театра, по-прежнему сохраняются ограничения, связанные с ковидом. Это 50% заполняемость зала, сохранение социальной дистанции и наличие индивидуальных средств защиты. Фактически сейчас будут показаны в репертуаре те спектакли, которые затем у нас поедут во второй половине сентября на гастроли во Владивосток. Да, наш театр выезжает с 18 сентября по 2 октября. Мы будем находиться во Владивостоке, работать на площадке Приморского драматического театра имени Горького. Вот, и буквально, скажем так, сейчас у нас будет небольшой разгон перед тем, как мы поедем. В Якутии под кураторством председателя правительства республики Андрея Тарасенко реализуется проект с Третьяковской галереей. В будущем году жители и гости столицы региона на протяжении 3 месяцев смогут воочию увидеть картины великих русских художников – Валентина Серова, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова и других. Экспозиция Третьяковской галереи откроется в Национальном художественном музее к столетию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Открытие выставки планируется на 27 апреля 2022 года, в День Республики. Сегодня в Якутске акционерное общество «Саха-нефтегазбыт» открыло первую на Дальнем Востоке многотопливную автозаправочную станцию. Новый объект предлагает обладателям легковых и грузовых транспортных средств 5 видов топлива. Жидкое моторное масло, регуляр 92, премиум 95, супер 98, дизельное топливо и компримированный природный газ. Помимо этого на АЗС имеется станция для зарядки электромобилей. Также на территории заправки работу ведут магазин с сопутствующими товарами и кафе, оборудованные санузлом. Абсолютно современная заправка, отвечающая всем современным экологическим требованиям. Уверен, что такие заправок у нас в городе Якутске будет больше. И не только по линии Саха-нефтегазбыта, но и другие компании будут такие заправки уже строить, потому что стандарт задан. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы они появлялись не только в городе Якутске, но и в других городах и поселках нашей Якутии. Это очень важно. Я не устаю повторять, что для того, чтобы уйти от зависимости от высоких цен на топливо, Якутии надо массово переходить на газомоторное топливо, потому что газ у нас под боком. Алданский район приближается к пороговым цифрам по вакцинации в достижении коллективного иммунитета. Из необходимых 18 тысяч привито порядка 15 тысяч человек. Ожидается получение еще 3000 доз вакцины «Спутник Лайт», что позволит достичь нужных показателей. За минувшие сутки выявлено 3 случая больных коронавирусом. В инфекционном отделении находится 32 пациента, под наблюдением врачей 222 человека. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находится 222 человека, в том числе 172 находятся на амбулаторном лечении, в том числе 3 беременных и 49 детей. То есть у нас немножечко осложняется ситуация по заболеваемости детей, госпитализации они не подлежат, находятся в удовлетворительном состоянии. В инфекционном отделении находится 32 человека, в том числе 1 беременная, 2 находятся в тяжелом состоянии. По вакцинации из 18 тысяч запланированных вакцинаций на сегодняшний день привито 15 тысяч человек. По остаткам вакцины у нас 150 гамм ковид-вак осталось и 250 Спутник Лайт. Ожидается поставка 3000 доз Спутник Лайт.
Жителям Ленска нанесен ущерб на 1,2 миллиона рублей. Они попались на уловки мошенников, после чего обратились в полицию. Над раскрытием подобных преступлений работает специализированный отдел, и отследить махинации правонарушителей не так-то просто. О новых способах мошенничества подробнее в материале Анны Кожевниковой. И снова мошенники атаковали ленчан. В полицию обратились двое пострадавших на крупные суммы – 1,2 миллиона рублей. Злоумышленники изобрели новый способ онлайн-инвестиций посредством соцгруппы «Одноклассники» в интернет-пространстве. Деньги жертвы махинаций переводили через специальное приложение в телефоне. Мне перезвонили, сказали, что там нужно зарегистрироваться и установить приложение Skype и дополнительное приложение Quit. После чего на следующий день мне перезвонил мужчина и сказал, что нужно инвестировать туда денежные средства. Объяснил, как это нужно делать. Я внесла первую сумму в размере 15 тысяч рублей. Увидев прибыль на онлайн-счете, пострадавшая внесла еще большую сумму, для чего и пришлось взять 2 кредита. Подозревать неладное потерпевшая стала, когда не смогла снять денежные средства, а все номера телефонов, откуда поступали звонки, оказались заблокированными. Тогда ленчанка обратилась в отделение полиции и оказалась не единственной. Случаи такого рода мошенничества уже имели место быть, как и другие. Первая из потерпевших попалась на 1 миллион рублей. Получается, ей позвонил специалист, якобы специалист со Сбербанка, и сказал, что на ее счете производят какие-то мошеннические действия, то есть перевод осуществляют. Для того, чтобы обезопасить ее счет, ей необходимо открыть еще второй счет и перекинуть денежные средства. Но и это оказалась уловка мошенников. Несмотря на то, что сотрудники внутренних органов регулярно оповещают граждан о подобных случаях посредством СМИ и соцгрупп, ленчане продолжают добровольно нести свои и заимствованные у банков деньги мошенникам. Тем временем на раскрытие подобных преступлений уходят годы. Будьте бдительными. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.